Здесь на погоду. Я думаю, что сердца наши все-таки горячие для того, чтобы внимать Слову Божьему, для того, чтобы вместе молиться, вместе рассуждать, вместе общаться и познавать нашего Господа. Сегодня у нас завершается молитвенная неделя, в течение которой мы с вами здесь встречались ежедневно, почти ежедневно. Мы здесь молились вместе с вами. Здесь мы размышляли над темой, которая была нам предоставлена. Это «Иди вместе, провозглашай евангельскую весть». И мы с вами рассматривали, что из себя представляет весть первого ангела, второго ангела, третьего ангела. Мы смотрели о том конфликте, который сегодня он у нас нарастает, и еще будет больше, и как нам выстоять в это время конфликта. Сегодня у нас завершающая тема, которую мы с вами также рассмотрим. Она называется «Трехангельская весть». И основана она на выдержке из Духа пророчества. В частности, это книги «Ранние произведения» и «Избранные вести», второй том. Как нам устоять в это непростое время? Время, когда много соблазнов, время, когда много разных искушений. Как сделать так, чтобы мы могли быть до конца верными? Я думаю, что каждый из нас сталкивается в это время с трудностями, которые нам необходимо преодолеть, которые нам необходимо как-то решить. И давайте мы с вами посмотрим, что по этому поводу нам пишет Вестница Божья, как она видит решение этой проблемы. «Я видела группу бдительных и утвердившихся в истине людей, которые давали отпор тем, кто пытался расшатать вероучение церкви. Бог смотрел на них с одобрением. Мне была показана 3 ступени. Первая, вторая и третья ангельские вести. Сопровождавший меня ангел сказал: горе тому, кто вынет хоть бы кирпичик из этих вестей или внесет в них хотя бы малейшие изменения. Жизненно важно правильно понимать эти вести. Судьбы людей будут зависеть от того, как они примут эти вести. Мне снова и снова были показаны все 3 вести. Я видела, как дорого дался народу Божьему его духовный опыт. Он стоил ему многих страданий и суровой борьбы. Бог вел свой народ шаг за шагом, пока не поставил его на твердое непоколебимое основание. Я видела, как некоторые люди подходили к этому основанию и изучали его. Одни тотчас радостно становились на него, другие начинали придираться к нему. Они хотели что-то улучшить, чтобы основание было более совершенным, а стоящие на нем более счастливыми. Некоторые люди сошли с основания с целью обследовать его и заявили, будто оно неправильно заложено. Но я видела, что почти все твердо стояли на этом основании и убеждали сошедших с него оставить свои жалобы. Ибо главным строителем был Бог. И, следовательно, они боролись против него. Они рассказывали о чудных делах Божьих, благодаря которым они теперь стоят на твердом основании, и все вместе, подняв глаза к небу, громогласно прославили Бога. Это повлияло на некоторых из тех, кто жаловался и сошел с основания, и они со смиренным видом снова и снова стали на него. Мне было указано на то время, когда проповедовалось первое пришествие Христа. Иоанн был послан в духе и силе Илии, чтобы приготовить путь к Иисусу. Отвергнувшие свидетельство Иоанна не получили соответственного благословения от учения Иисуса. Противясь вести о его скором пришествии, они поставили себя в такое положение, когда самые убедительные доказательства того, что он истинный Мессия, не трогали их сердца. Сатана побуждал тех, кто отверг весть Иоанна, пойти еще дальше, отвергнуть и распять
Христа. Поступив таким образом, эти люди не могли принять благословение в день Пятидесятницы, которое указало бы им путь в небесное святилище. Разодравшаяся надвое завеса в храме свидетельствовала о том, что иудейские жертвы и обряды больше не будут приниматься. Великая жертва была принесена и принята. И Святой Дух, сошедший в день Пятидесятницы, направил мысли учеников от земного святилища к небесному, куда Иисус вошел со своей собственной кровью, чтобы излить на своих учеников благословение совершенного искупления. Однако иудеи так и остались в кромешной тьме. Они полностью утратили свет о плане спасения, который могли бы иметь, и по-прежнему уповали на свои бессмысленные жертвы и приношения. Небесное святилище пришло на смену земному, а иудеи и понятия не имели о произошедшем перемене, и потому не могли получить благословение от ходатайства Христа во святом. Многие ужасаются, читая о том, как иудеи отвергли и распяли Христа. Когда они читают о том, какому позору и надругательствам он был подвергнут, то думают, что любят его, никогда не отреклись бы от него, как Петр, и не распяли его, как иудеи. Но Бог, читающий сердце каждого, испытал на деле их любовь к Иисусу, о которой они во всеуслышании заявляют. Все небо с величайшим интересом следило за тем, как будет принята весть первого ангела. Но многие, кто на словах любит Иисуса и проливает слезы, читая историю его распятия, высмеяли добрую весть о его пришествии. Вместо того, чтобы радостно принять весть, они объявили ее обманом. Они возненавидели тех, кто возлюбил его явление, и знали их из церквей. Отвергнувшие первую весть не могли получить благословение о второй, равно как и от полученного, как от полночного крика, который должен был приготовить их к тому, чтобы верой войти вместе с Иисусом во святое святых небесного святилища. Отвергнув две первые вести, они настолько омрачили свой разум, что не могли увидеть свет вести третьего ангела, указывающий путь на во святое святых. Как пишет Вестница Божья, я видела, что подобно тому, как иудеи распяли Христа, так и формальные церкви распяли эти вести. По этой причине они не знают пути во святое святых и не могут получить благословение от посреднического служения Иисуса во втором отделении святилища. Подобно иудеям, приносившим свои бессмысленные жертвы, они возносят свои бессмысленные молитвы в то отделение святилища, где Иисуса уже нет. А сатана, довольный таким обманом, напускает на себя религиозность и привлекает этих так называемых христиан к себе, используя свою силу, свои знамения и ложные чудеса, чтобы удержать их в своих сетях. Одних он обольщает так, других иначе. Для разных людей у него приготовлены разные обольщения. Есть люди, которые с отвращением смотрят на одно заблуждение, но охотно принимают другое. Многих сатана обольщает спиритизмом. Кроме того, он является подвидом ангела света и распространяет свое влияние на земле с помощью ложных реформ. Церковь ожидает и начинает думать, что это Бог действует в них таким чудесным образом, тогда как на самом деле это работа иного духа. Но возбуждение уляжется, а мир и церковь окажутся в еще более худшем состоянии, чем прежде. Я видела, что у Бога есть искренние дети, как среди номинальных адвентистов, так и в падших церквах. И перед тем, как начнут изливаться язвы, служители и народ будут выведены из этих церквей и радостно примут истину. Сатана знает это, и пока не прозвучал громкий клич третьего ангела,
имитируют ложное пробуждение в этих религиозных организациях, чтобы отвергнувшие истину думали, что Бог с ними. Он надеется обмануть искренних людей и внушить им, что Бог еще не оставил их церкви. Но свет воссияет, и все искренние души выйдут из падших церквей и присоединятся к остатку. Проповедь 1, 2 и 3 ангельских вестей предсказана вдохновенным словом. Здесь ничего не убавишь и не прибавишь. Человеческий авторитет точно так же не вправе изменять местоположение этих вестей, как изменять Ветхий Завет новым. Ветхий Завет – это Евангелие в образах и символах. Новый Завет – это исполнение символов. Оба имеют одинаковое значение. В Ветхом Завете записаны уроки, преподанные Христом, и они до сих пор не потеряли своей силы. 1 и 2 вести проповедовались в 1843-44 годах, а сейчас мы живем во время возвещения 3 вести. Однако необходимо возвещать все 3 вести. Теперь, как и раньше, важно повторять их для ищущих истину. Мы должны возвещать их устно и письменно, показывая их последовательность и исполнение пророчеств, приведших нас к вести 3-го ангела. Не может быть 3-й вести без 1 и 2. Мы обязаны возвестить миру эти вести в публикациях, в устных беседах, показывая, какие пророчества исполнились, а какие еще только исполнятся. Наше дело – проповедовать заповеди Божьи и свидетельство Иисуса Христа. Приготовься к встретению Бога твоего. Вот предупреждение, которое должно быть дано миру. Это предупреждение для каждому из нас лично. Мы призваны отложить всякое бремя и запинающий нас грех. Для тебя есть работа, мой брат и моя сестра, если хочешь взять иго Христова. Убедись в том, что ты строишь на камне, не рискуй вечностью. Возможно, ты не доживешь до тех опасных событий, к которым мы приближаемся. Но мы знаем, и будем ли живы через мгновение. Так не следует ли каждый миг бодрствовать, внимательно исследовать себя и задаваться вопросом, что значит для меня вечность? Каждого человека должно заботить главное: обновлено ли мое сердце, преобразилась ли моя душа, прощены ли мои грехи через веру во Христа, родился ли я свыше, откликнулся ли я на приглашение. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Считаешь ли ты все читое ради превосходства познания Христа и Иисуса? Считаешь ли ты своим долгом верить каждому слову, исходящему из уст Божьих? Действительно, Господь, Он обращается к нам через вдохновенные слова, показывая, что мы сегодня нуждаемся в Его водительстве, мы нуждаемся сегодня в силе свыше. И время, в котором мы с вами живем, это время необычное. Все сегодня об этом говорят, и даже люди неверующие говорят о том, что как-то время, оно стало очень и очень коротким. Буквально проходит какой-то промежуток времени, и смотришь уже Новый год, и снова Новый год, и опять, и так шаг за шагом. А получается, время бежит, и постепенно наши силы, они все меньше и меньше становятся. Я имею в виду физические силы, потому что Господь говорит через апостола Павла: если я и силы мои иссякают, то дух мой обновляется. Но вопрос я задаю сам себе также, и надеюсь, вы также себе зададите. А дух мой, он действительно ли обновляется? Действительно ли я стремлюсь к тому, чтобы то основание, которое Бог мне однажды предложил, что оно остается таким же? Действительно ли Иисус, Он продолжает оставаться этим основанием? И сегодня мы с вами познакомились, что в свое время люди, которые верили Божьим обетованиям, которые стремились к тому, чтобы исполнить их, и мы видим, что, к сожалению,
они где-то вера их колебалась, в частности, мы говорили об иудеях, да, то есть они не поверили в то, что это был Мессия, они отреклись в будущем от Христа. И также мы говорим о том, что те церкви, которые выгнали своих братьев за то, что они верили в пришествие Христа, тоже, по сути, отвернулись от предложенной вести. И сегодня мы с вами видим, к сожалению, это происходит, что эти церкви, они находятся в таком заблуждении, и люди не ожидают пришествия Господа, они остановились в своем развитии. Но мы также обращаемся и к нашему сердцу. Господи, прошу я, помоги мне увидеть, не остановился ли я, не потерял ли я Тебя из виду в своем стремлении. И продолжаешь ли это оставаться также моим водителем в это время? Потому что мы, как люди, мы можем где-то уходить в сторону, где-то ошибаться. И, к сожалению, мы можем закрывать глаза именно на те проблемы, которые сегодня могут быть в нашей духовной жизни. Поэтому, дорогие мои собратья, дорогие друзья, у нас есть великое и замечательное преимущество, которое Бог нам подарил. Это наше участие в вечере Господней. И как сегодня многие люди ждут Нового года, для чего? Для того, чтобы, наверное, оставить все старое позади, да? И уже с 1 января сказать, я буду жить по-новому, да, я буду жить уже, по-другому. Но наступит 1 января, а все останется так же. И, к сожалению, у людей, кто-то, может быть, конечно, мы не говорим о том, что люди не имеют своей воли. Действительно, то есть многие имеют волю, и многие умеют достигать тех целей, перед которые они для себя ставят. Но мы служим с вами не только лишь для этой жизни, мы служим с вами еще и для вечности. А для вечности нужно не только лишь наше участие, а необходимо еще и Божье вмешательство. И поэтому вечеря как раз она нам предоставляет эту возможность, чтобы, обновляя завет с нашим Господом, сказать: Господи, я хочу продолжать следовать за Тобой. Я хочу, чтобы в моей жизни были также изменения определенные, чтобы я мог достичь других уже вершин, которые Ты передо мной ставишь. И мы с вами знаем, что Господь будет в нашей жизни постоянно этот путь узить. То есть нам кажется, что надо было его, когда, может быть, шире сделать, больше, а Господь все время будет его узить. Я думаю, что каждый из вас это замечает, правда? То есть Бог все время открывает нам какие-то новые вершины, но предлагает нам новые победы, и постепенно, шаг за шагом мы так вот движемся. Но бывает такое, что, к сожалению, мы можем уходить назад, как это было в истории с израильским народом, который однажды вышел из земли египетской, Господь его вывел, а потом, когда перед тем, как ему войти уже в другой плен, Господь говорил, что вы поступали хуже тех народов, да, которые окружали вас. Вам был открыт свет, но вы поступали хуже тех народов. Поэтому, дорогие собратья, дорогие друзья, у нас есть преимущество, чтобы переосмыслить свои отношения с Богом, для того, чтобы, как сказано, оставляя заднее, растираясь вперед, почести вышнему званию во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, дорогие друзья, мы подошли к такому событию, чтобы мы могли уже начать служение, приготовление к вечере, а это многомовение. Но перед тем, как мы с вами это будем делать, я хотел бы вам прочитать из Священного Писания слова, которые для вас они хорошо известны. Это 13 глава Евангелия от Иоанна, где апостол Иоанн описывает то, что происходило в верхней горнице.
Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом лил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты. Когда же мыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо это точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. И если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Господь показал своим примером, что Он пришел в этот мир не для того, чтобы давать только лишь какие-то повеления, указания, или чтобы принимать к себе поклонение, хотя это тоже было важно. Но Он пришел показать именно то, что Он является слугой для своих ближних. И здесь, когда ученики не были готовы смириться друг перед другом, Господь принял на себя эту инициативу и, сняв с себя верхнюю одежду, припоясался и стал умывать ноги своим ученикам, тогда как другие косились друг на друга. И мы с вами знаем, что ученики были в ссоре, каждый думал о том, кто из них больше. И, конечно, Господь чудесным образом показал, что больше это не тот, который требует себе внимания, а больше тот, кто учится и умеет служить другому, ближнему своему. Именно это является критерием. И мы видим, что сам Господь показал тем, что начал умывать ноги своим ученикам. Для Петра это был вызов, и мы читаем, что он начал бросаться то в одну крайность, то в другую. На что Господь сказал: нет, нужно омытому только нужно ноги умыть, потому что чист весь. Этого достаточно. Поэтому и в нашем случае Господь предлагает, чтобы мы могли встретить Новый год уже, можно сказать, сегодня. Я бы сказал, это мы все понимаем, что Новый год это символическая, правда? То есть это не только лишь бой курантов, но это еще и все-таки желание человека в следующем году жить как-то, может быть, по-другому, потому что мы все пересматриваем свою жизнь, или, по крайней мере, мы это стараемся к этому, стремимся это делать, и нам хочется, чтобы жизнь она была немножко иной. И Господь как раз после принятия этих символов, после принятия вечери, Он как раз нам дает эту надежду, Он дает нам возможность, чтобы мы могли пересмотреть свои отношения с нашим Господом и вместе уже идти к новым вершинам, новым высотам, которые Господь нам предлагает. Итак, время подошло для того, чтобы нам взбодриться. И я приглашаю, чтобы перед тем, как мы с вами будем принимать участие в многомовении, чтобы мы могли вместе с вами помолиться, попросить у Господа благословения, чтобы Господь благословил это мероприятие. Я приглашаю собрание молитвы.
Дорогой наш любящий Отец Небесный, Творец неба и земли, в этот час мы благодарим Тебя за Твою любовь и заботу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты однажды пришел в этот мир, чтобы мы могли научиться с любовью относиться друг к другу. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам все необходимое в нашей духовной жизни. И Ты сегодня также даешь нам возможность послужить друг другу. И просим Тебя, чтобы Ты благословил сейчас это служение нового омовения, чтобы нам пройти во славу Твою, чтобы нам прославить Твое святое имя. Небесный Отец, благослови, чтобы исполнить волю Твою, так как Ты однажды заповедал, чтобы мы также могли омывать ноги друг другу, и чтобы тем самым мы могли прославить Тебя. Небесный Отец, благослови нас на это служение и прибудь с каждым из нас Духом Святым. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Дорогие собратья, дорогие друзья, сейчас мы с вами разделимся на, наверное, на две группы, да? Или может быть, кто-то будет принимать еще семейная пара. Будет, нет, брат Николай? Семейная пара будет принимать тоже? Нет? Ну, значит, у нас... Да, пожалуйста. Благодарим нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня наш большой праздник, Вечеря Господня. Поэтому по традиции будет обладать. Включим. По традиции мы будем обладать сестры. А мы, братья, будем читать на новом здании. Прошу всех спокойствия, остаться на местах. Я, как декориция, буду приглашать вас. Хорошо, ну мы поняли брата Николая. Итак, сестры смывают ноги сестрам, братья. Пусть Господь благословит нас.